Мир вам, братья и сестры! Очередной хотел стишок небольшой прочитать, посвящен проблеме мата. Хоть и сам раньше страдал этим грехом конкретно, сейчас с Божьей помощью потихоньку избавляюсь. Кто скверну славит, скверно и живет, и сатане молитвы воздавая. Причину бед своих он так и не поймет, пока не бросит мат, на Бога уповая. Вот, с Божьей помощью ножичек сделали для левши. То есть вот даже видно, что подвес, во-первых, тут получается вот с этой стороны, чтобы с левой стороны нож. Все постараюсь сделать левой рукой. То есть вот сам держится плотно, вынуть надо, вот сюда пальцем опираетесь и легко вынимается. Вот. Нож такой, линия закалочки, если видно, посмотрите. Такой вот. Дол. Ну, с Богом. Приступим к испытаниям. У нас тут очень грязно, поэтому не обессудьте. При последнем взвешивании вес мой был 85 килограмм, но это давно было, и сейчас я, по-моему, очень поправился. Поэтому, не знаю, больше 85 по-любому, может и 90. Вот, примерно так. Еще раз. Просвет виден, что я ни на чем не стою, только вот за дерево слегка держусь, как бы придерживаюсь. В общем, ладно, приступим дальше к испытаниям. Левой рукой мне, конечно, тяжеловато, но тем не менее. Это вот рог лося. По длине. Так, кончик тоже. Так, теперь пятерушки покажем. Видно, да, сучок, не сучок, он режет. В принципе, все подряд. Ну это я правой рукой по привычке. Попробую левой. Ну, левой, конечно, чем удобно, что он не зарывается, получается. В этом и разница, что леворукий дол слева, праворукий дол справа. Так, дальше. Что у нас по плану? Так скоро и левой научусь работать. Ну, видно, да? Ну, костик сухой, поэтому немножко неудобно брить. Это мокрый, конечно, лучше немного. Сейчас покажу волосы вот эти все. Так. Так, ремень покажу сначала, что вот он легко проходит, и даже шире можно ремень брать. Хотя и это уже не знаю, куда еще шире. Вот. И режет примерно так. И теперь по газетке. Примерно так. Вот, в общем, всего самого доброго. До свидания.